Всем привет, я Игорь Казыбаева, и сегодня мы с вами рассмотрим предвыборную программу партии Мекеним Кыргызстан. Начинается она с ценностей и приоритетов партии, куда входит свобода личности, великодушие, терпимость и толерантность. Так давайте посмотрим на проявление этой толерантности, когда один из кандидатов Мекеним Кыргызстан был в Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики в 6-м созыве. Практик образованиян ким дедиңиз, өкүл туруңузчу? Ким тааныштырыңыз өзүңүздү? Орун басарлары жок. Регламент боюнча атайын Жогорку Кеңештин ичинде жүрүм туруму, кийим кечек жана башка боюнча норма бар. Бул эмне деген аппарат? Жогорку Кеңештин аппараты. Эмнеге карабайсыңар? Өкмөттүн аппараты. Өкмөттүн өкүлү. Бул жер базар уже. И самое первое предложение – это сократить количество депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики вдвое. Аргументируют они это тем, что народ дико недоволен работой 6-го созыва, который голосовал друг за друга, нажимал кнопки, не смог связать два слова и без причины не приходил на работу. Все бы ничего, если бы не тот факт, что Мирлан Бекиров, лидер партии Мекеним Кыргызстан, сам был заместителем торга Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики в этом же самом 6-м нелюбимом созыве. Также из числа 16 кандидатов, которые вывешены у них на сайте, 5 были депутатами этого созыва. Также партия пишет у себя на странице о том, что она будет всячески поддерживать любые инициативы и законопроекты, которые будут направлены на укрепление свободы слова в Кыргызстане. Это все звучит логично и здраво, если не учитывать тот факт, что 5 кандидатов в Мекеним Кыргызстан, которые были депутатами, а именно Бакиров Мирлан, Маматалиев Марлен, Матраимов Искендер, Турускулов Джергалбек и Тилаев Таабалды, проголосовали за, то есть поддержали законопроект, инициированный Гульшат Асылбаевой, о манипулировании информацией. Предложенный законопроект по всем юридическим оценкам является своеобразной цензурой и, по сути, запрещена законодательством Кыргызской Республики. Также Мекеним Кыргызстан у себя на сайте пишет о том, что Кыргызская Республика – это один из лидеров региона по количеству и влиянию неправительственных и некоммерческих организаций. То есть, по сути, они говорят о том, насколько важны эти организации в развитии общества Кыргызской Республики. Но при этом один из кандидатов в Мекеним Кыргызстан, а именно Марлен Маматалиев, который идет 7-м в списке, был одним из инициаторов закона об НКО, который, по сути, вызвал очень много недовольства в обществе и даже проходили ряд митингов. Позже Марлен Маматалиев признался, что он подписал закон не глядя, потому что ему сказали, что это законопроект, который запрещает гей-парады. Также партия пишет у себя о том, что она хочет бороться с коррупцией, хочет создать открытую сеть обмена данных между налоговой, таможенной службой и социальным фондом. Почему этот пункт вызывает очень много вопросов, именно борьба с коррупцией? Потому что один из членов партии Искендер Матраимов является родным братом Раима Матраимова, который в Кыргызстане стал символом и лицом коррупции, и по расследованиям ОССРП, КЛОП и Азатык вывез $700 миллионов. Поэтому этот пункт вызывает очень много вопросов, действительно ли партия Мекеним Кыргызстан сможет придерживаться своих принципов и бороться с коррупцией, как они пишут у себя в программе. Итак, сегодня мы с вами провели небольшой анализ того, что обещает эта партия и что часть из них уже делала, будучи депутатами. Успехов вам при выборе партии и не продавайте свои голоса. До новых встреч!